Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Vuruyor ne? Применение современных ирригационных технологий и методов управления на полях – залог эффективного использования ограниченных водных ресурсов. Сегодня ирригационные системы – это не только системы орошения полей и водоотведения, но и применение цифровых технологий и внедрение современного водосберегающего оборудования. Существует множество современных подходов к орошению, решающих задачу по снижению потребления воды. Например, боковая роликовая система, микросплинкерное и подземное капельное орошение, бороздковое и централизованное круговое дождевальное орошение, а также система высокообъемных разбрызгивателей. Наиболее перспективными для применения в Центральной Азии мы видим следующие 4 подхода. Точная лазерная планировка полей без углублений и возвышений позволит оптимизировать уход за посевами и равномерно распределять воду. На таких ровных полях достигается высокая урожайность и экономия воды. Современные системы капельного орошения позволяют подавать воду вместе с удобрениями прямо в прикорневую зону растений, повышая урожайность культур до 50% и сокращая расход воды до 80%. Дождевальное орошение идеально имитирует природные условия и позволяет экономить воду до 50%, увеличивая урожайность посадок до 30%.
Внедрение цифровых технологий для точного водоучета позволит снизить потери воды на 15% при ее распределении и получении крестьянскими хозяйствами. Центральная Азия только за счет лазерной планировки и внедрения цифрового водоучета может сократить ежегодные потери воды на 12 кубических километров. Регион обладает достаточно емким рынком для развития собственного производства ирригационного оборудования. Евразийский банк развития готов инвестировать в ирригацию и соответствующее производство. Переход на новые технологии водопользования – залог устойчивого развития Центральной Азии. Водные проблемы региона решаемы, если их решать вместе. Дорогие телезрители, сегодня в жизни так много болезней, что врачи-специалисты и ученые применяют для их лечения сотни лечебных изобретений. Иногда находятся другие методы лечения, но у людей, к сожалению, нет на это средств. Иногда у них есть возможность отправиться в далекие страны и найти решение своих проблем там. Например, в Кыргызстане работает большое количество клиник, частных больниц и лечебных центров, но бывает, что большому количеству больных приходится выезжать за пределы страны для своего выздоровления. Руководство немецкой азербайджанской клиники биологической медицины в Баку, которая находится относительно близко и доступно, попросило нас одновременно принять тех, кто нуждается в лечении в Кыргызстане. Например, в клинике, которая с момента своего основания лечила много пациентов, мы хотели бы предложить вашему вниманию советы опытных врачей о некоторых наиболее необходимых методах лечения. Мы надеемся, что больные, нуждающиеся в лечении, найдут исцеление в Баку. Клиника Biology Тебабад в Баку – единственная клиника на постсоветском пространстве, которая лечит методами биологической медицины. Сегодня эта клиника способна выдержать конкуренцию с клиниками биологической медицины, функционирующими в Германии, Колумбии, Швейцарии и других развитых стран мира. Гастроэнтеролог клиники Арзу Гулиева для вас раскроет подробности болезни Крона и язвенного колита. Ve bağırsaqlar orqanizmin sağlamlığını və immun sisteminin nə qədər güclü olduğunu təyin edər. Кишечник известен как второй мозг тела и определяет, насколько сильны здоровье и иммунная система человека. Многие заболевания возникают в кишечнике, который является одним из самых важных органов. Воспалительные заболевания. Хотя причина кишечных воспалительных заболеваний, которые состоят из болезни Крона и язвенного колита, неизвестны, роль генетических факторов неоспорима. Люди с этими генетическими факторами предрасположены к болезни Крона и язвенному колиту в результате таких факторов внешней среды, как стресс, питание, образ жизни, употребление наркотиков, бактерии, вирусы, нарушение микрофлоры кишечника. В то время как при болезни Крона могут быть поражены все отделы желудочно-кишечного тракта. Язвенный колит является заболеванием, поражающим только толстую кишку. При болезни Крона хронический воспалительный процесс в желудочно-кишечном тракте может поражать все слои стенки желудочно-кишечного тракта. При язвенном колите бывают только поверхностные поражения. В зависимости от глубины воспалительного процесса при заболевании течение может быть различным. Только при воспалении. В результате глубокого воспалительного процесса с образованием сужений в желудочно-кишечном тракте. Болезнь Крона, характеризующаяся прободением ран желудочно-кишечного тракта и образованием свищей. Течение язвенного колита зависит от того, какая часть толстой кишки поражена. Повреждение только прямой кишки. Поражение левой половины толстой кишки. Язвенный колит характеризуется тотальным поражением толстой кишки. Поскольку воспалительный процесс при болезни Крона и язвенном колите возникает в разных отделах желудочно-кишечного тракта, жалобы больного также различные. Больной жалуется на язвы во рту, тошноту, рвоту, боли в районе пупка, вздутие живота, диарею, запоры, а также ложные тенезмы. У больного могут быть и внекишечные жалобы, боли в спине, головные боли, боли в суставах, припухлости в суставах, ограничение движений, проблемы со зрением, жалобы и не только.
Известны подходы академической классической медицины к лечению этих заболеваний, применяемые препараты и их серьезные побочные эффекты. При лечении методами интегрированной медицины целью является регуляция иммунных механизмов организма, обуславливающих возникновение заболевания, достижение иммуномодулирующего эффекта за счет повышения способности организма к самовосстановлению, в отличие от классической академической терапии. Bu xəstəliklərin müalicəsinə inteqrativ tip görək necə yanaşır. Лекарства. Поскольку болезнь Крона и неспецифический язвенный колит имеют разное течение, при лечении методами интегрированной медицины пациенты лечатся индивидуально, то есть лечат больного, а не болезнь. В лечении применяют биорегуляторную терапию, физиологическую регулирующую терапию, изопатию, микробиологическую терапию, восстановление микробиоты кишечника. Лекарства, используемые в лечении, находятся в микродозах, легко усваиваются организмом и не имеют побочных эффектов. В поддерживающем лечении назначают среднемолекулярные препараты – витамины D, цинк, магний, кальций, витамин С, омега-3, куркумин и прочие, а также пробиотики. Отличительной способностью лечения интегрированной медицины является то, что лечение проводится комплексно, то есть при лечении болезни Крона и язвенного колита консультация эндокринолога, невролога, психолога, офтальмолога, а также физиотерапевта, диетолога, ревматолога. Этим мы добиваемся устранения как провоцирующих факторов, так и последствий болезни. Руководитель клиники Тиягубов дал подробную информацию о клинике. В клинике Biology Тебабат используются самые эффективные методы лечения биологической медицины. Клиника функционирует с февраля 2009 года, но подготовка кадров началась с 2001. В настоящее время в клинике работают врачи разных специальностей. Врачи Biology Тебабат, прошедшие специализацию в Германии и других странах, применяют в своей практике академические знания вместе с новыми знаниями, полученными в биологической медицине, добиваются значительных успехов в лечении болезней. Врачи постоянно совершенствуют свои знания и опыт в области биологической медицины. Профессионалы, специалисты по биологической медицине с мировым именем, приглашенные из Германии, Швейцарии, Колумбии, Бельгии, Италии, часто проводят тренинги и семинары, посвященные лечению трудноизлечимых болезней цивилизации, а также проводят мастер-классы по приему больных. Обращаем ваше внимание, что представители дипломатического корпуса в Азербайджане недавно посетили клинику и проверили свое здоровье у опытных врачей. Полученные результаты показали, что большинство обратившихся сюда пациентов нашли положительное решение благодаря выполнению данных рекомендаций и указанных методов лечения. Например, трофические язвы или незаживающие раны. Об этом бедствии, приводящем к инвалидности людей, а порой и к ампутации, снижению качества жизни. Трофические язвы или незаживающие раны являются актуальной проблемой современности, приводящей к инвалидности, ампутациям, снижению продолжительности и качества жизни. Эта проблема постоянно тревожит нас, врачей, и ее решение, новые методы лечения изучаются во всем мире. В целом, трофическая язва не является свободной нозологией. Это осложнение заболеваний, вызванных различными причинами. Наблюдаем его как дефект кожи и подкожных тканей. Причины возникновения трофических язв весьма разнообразны. Они могут формироваться на фоне нарушений периферического кровообращения нижних конечностей, развития атеросклероза артерий, стенооклюзий. В других случаях она может быть вызвана проблемами в венозной сосудистой сети нижних конечностей, то есть может возникать при варикозной болезни нижних конечностей, тромбозах, тромбофлебитах. В то же время трофические язвы могут возникать при аутоиммунных заболеваниях, сахарном диабете, а также посттравматических, постинфекционных. Для нашего времени я бы сказала, что наиболее актуальными среди них являются отсроченные осложнения, вызванные сахарным диабетом в нижних конечностях, которые приводят к большим бедствиям среди больных диабетом. Возникновение длительно незаживающих ран нижних конечностей, возникновение ишемии и гангрены у больных сахарным диабетом приводит к поражению периферических артериальных сосудов, поражению нервов, коммуникативным нарушениям, а также необратимым процессам в костях, остеоартриозу,
остеоартропатии, остеопорозу, остеомиелиту. Все перечисленные осложнения приводят к ампутации нижних конечностей, увеличению инвалидизации больных сахарным диабетом и сокращению продолжительности жизни при отсутствии лечения по принятым протоколам. Интегрированная медицина имеет свой подход к решению этой проблемы. Они очень разные по своей природе и в настоящее время составляются индивидуальные протоколы лечения, подходя каждому пациенту индивидуально. Начальное лечение проводится с помощью биорегулирующих препаратов, дезинтоксикация организма на клеточном уровне, поддержка иммунной системы, восстановление регенерации. Основной принцип этих процедур – очищение организма от эндо- и экзогенных токсинов, поддержка местного и общего иммунитета, усиление процессов регенерации и восстановление биорегуляции в организме. Сегодня не только из нашей республики, но и из зарубежных стран много заявителей на лечение трофических язв различного генеза. Среди них эффективность лечения высока. Среди иностранных пациентов наибольшее количество соискателей из арабских стран, Турции, России, Испании, Украины, Казахстана и Средней Азии. Конечно, чтобы избежать таких осложнений, люди должны следить за собой. Если их первоначальными жалобами являются быстрая утомляемость, тяжесть, боли, жжение, озноб, а также покалывание в ногах, им следует немедленно обратиться к врачам-специалистам и застраховаться от отдельных осложнений со стороны нижних конечностей. Я житель Казахстана, из города Астаны, мне 75 лет. Я больше 40 лет болею сахарным диабетом. Последние 10 лет у меня диабетическая стопа, появились на ноге язва, и они не заживают. Ездил по всем странам лечить и пролежал в больнице 2 года, но безрезультатно. Везде советуют мне ампутировать ногу. В 2020 году мои дети нашли из интернета клинику в Баку, где работает Артурханым. Я приехал в Баку к Артурханым, и вот результат. Буквально за год она меня вылечила. Я здоровый человек и даже в последнее время работаю. Но за это и я, и моя семья говорим вам огромное спасибо. Обратите внимание, что в настоящее время более 85% населения земного шара страдает артрозом. Конечно, в этой клинике можно найти лечение от этой болезни. Сюда приезжают лечиться из соседних стран, даже из Турции, где больше развито здравоохранение. Артроз считают возрастным заболеванием. Обычно им страдают до 85% людей старше 65 лет. Впрочем, сейчас болезнь молодеет. У 30% мужчин и женщин первые симптомы артроза суставов появляются после 40 лет. И пренебрегать ими не стоит, потому что артроз – болезнь коварная. Что такое артроз, какие симптомы и причины болезни? Фактам ICTV рассказала невролог Айгюн Мамедова. Artroz mübadilə proseslərinin pozulması nəticəsində inkişaf edən, oynaqların xroniki, progressivləşən, degenerativ, destruktiv xəstəliyidir. Артроз – хронически прогрессирующее дегенеративно-деструктивное заболевание суставов, развивающееся в результате нарушения обмена веществ. Хрящевая ткань является основной повреждаемой частью при артрозе, но при этом вместе с хрящевой тканью повреждаются и соседние структуры, окружающие суставы. По мере прогрессирования заболевания наряду с хрящом повреждаются суставная капсула, синовиальная оболочка, связки, костные структуры, расположенные под хрящом, мышцы вокруг сустава. Делится на 3 части – первичную, вторичную и идиопатическую. По частоте возникновения они больше относятся ко вторичным артрозам, появляющимся в результате действия многих факторов и заболеваний, таких как травмы, аутоиммунные заболевания, нарушение обмена веществ, остеохондропатии, несептические и септические воспалительные процессы, дисплазия тазобедренного сустава или любые заболевания костно-суставной системы. Артроз может развиваться даже в раннем возрасте в случаях,
случаях гипермобильности, то есть при высокой подвижности сустава, слабости соединительно-связочного аппарата. Основными симптомами являются боль, хруст в суставах, припухлость, затруднение движения и не только. Лечение заболевания в интегрированной медицине включает все звенья патогенеза. Итак, основной целью является улучшение метаболизма хряща, восстановление подвижности сустава, обеспечение питания сустава за счет улучшения местного кровообращения, регенерация поврежденного сустава и улучшение качества жизни пациента. Различные методы лечения интегративной медицины используются для торможения дегенеративного процесса и ускорения регенерации во время болезни. Среди биорегулирующих процедур большое значение имеет дренажная дезинтоксикация. Большое значение в лечении имеют очищение организма от токсинов и метаболитов, регуляция межклеточной среды и психонейроиммуноэндокринной системы. Местные инъекции, как второй этап, применяются внутрисуставно и периартикулярно. Гомеосиниатрия, биопунктура, нейротерапия, иглорефлексотерапия и прочее. В сустав, вокруг сустава и в болевые точки вводят подобранные биорегуляторные регенерирующие препараты. Ортомолекулярная терапия и регуляция воспаления для преодоления минерального дефицита, необходимого для хрящевой и костной ткани. Для регуляции кишечной микрофлоры широко применяют микробиологическую и изопатическую терапию. Поскольку артроз – это заболевание, возникающее в результате нарушения обмена, при лечении необходимо регулировать обмен. Для этого важно устранить митохондриальную дисфункцию. Помимо лечебных методов интегративной медицины очень важно правильное питание, здоровый образ жизни и нормальный режим сна. Наряду с лечением артрозов велика роль современной физиотерапии, электролечения и реабилитации, улучшение местного кровообращения, восстановление питания суставов, подвижности суставов, укрепление ослабленных мышц и не только за счет физиотерапии, сочетающейся с интегративным лечением, сокращает сроки выздоровления от болезни, поскольку артроз является дегенеративным заболеванием. Это заболевание, которое при отсутствии своевременного лечения приводит к инвалидности. В соответствии со стадией каждого заболевания следует применять индивидуальную программу лечения. Каждый год в развитых странах от сердечно-сосудистых и других хронических болезней миллионы людей среднего возраста теряют жизнь. Эпидемия этих болезней вызывает беспокойство во всем мире, в том числе со стороны ВОЗ. Они тяжелым грузом ложатся на семейный и государственный бюджет. Необходимость длительного, часто пожизненного использования лекарств для лечения этих болезней, их побочные эффекты и, самое главное, безуспешность консервативного лечения обусловили необходимость поиска других альтернативных методов терапии этих болезней. Поэтому во всем мире в лечении подобных заболеваний предпочтение отдается биологической медицине. Болезнь Паркинсона – дегенеративное заболевание головного мозга, сопровождающееся симптомами нарушения двигательной функции, замедленность движения, тремор, ригидность и потеря равновесия, и широким спектром недвигательных нарушений, снижение когнитивных функций, психические расстройства, нарушения сна, боли и расстройства чувствительности, двигательные нарушения, в частности, дискинезии, непроизвольные движения и дистонии, болезненные непроизвольные сокращения мышц, способствуют расстройствам речи и моторики и ограничивают возможности больного во многих сферах жизни. Во многих случаях прогрессирование этих симптомов приводит к инвалидности и потребности в постоянной помощи. У многих людей, страдающих болезнью Паркинсона, в ходе болезни также развивается деменция. Мы поговорим о болезни Паркинсона. Болезнь Паркинсона – прогрессирующее нейродегенеративное заболевание нервной системы. В основе болезни лежит недостаток дофамина, обеспечивающего наше движение. Обычно болезнь начинается в возрасте 45-60 лет, и риск заболеть этим заболеванием увеличивается с возрастом. Заболевание проявляется в ригидной и дряблой форме, иногда в смешанной форме. Основными его симптомами являются тремор. Тремор покоя чаще всего проявляется в виде пересчета денег в пальцах, иногда в виде супинации и пронации в запястье, сгибания, раскрытия. По мере прогрессирования заболевания тремор проявляется во всех конечностях, а иногда и в нижней челюсти. Скованность, напряжение мышц нарастает по пластическому типу. Вследствие скованности больные не могут поворачивать шею из стороны в сторону, очень тяжело подниматься и спускаться по лестнице, переворачиваться в постели, вставать со стула и садиться, ходить маленькими шагами. Локтевые
Локтевые и коленные суставы согнуты, не двигаются вместе, повороты затруднены, появляются парадоксальные судороги. Иногда не могут себя контролировать и падают. Нарастает грудной кифоз. Мимика становится невыразительной, ресницы редко моргают. Нарушение глотания, тон голоса слабый, темп речи постепенно снижается, становится неразборчивым. При письме строчка постепенно становится мельче и кривее. У этих больных отмечаются вегетативные дисфункции, жирность лица и волосистой части головы, учащенное мочеиспускание, запоры, общее эмоциональное напряжение, раздражительность, все более агрессивное поведение. По мере прогрессирования болезни у больных нарастают нарушения памяти и депрессия. При этом наблюдается постуральная неустойчивость. Бывают такие случаи, как нарушение равновесия, поэтому иногда они боятся двигаться, а ограничение движений приводит к инвалидности. При лечении заболевания в классической медицине применяют противопаркинсонические препараты. Эти препараты хорошо действуют на больного в течение первых 5 лет, но со временем действие этих препаратов ухудшается, и врачу приходится увеличивать их количество. Через некоторое время они теряют свое действие и уже не могут помочь больному. Дополнительные токсические эффекты, вызванные этими препаратами, вызывают другие изменения в организме. Для устранения этих изменений в интегративной медицине используется новый метод лечения. В результате лечения, которое мы проводили у пациентов с болезнью Паркинсона в течение многих лет, мы пришли к выводу, что дисфункция кишечника также играет роль в развитии болезни. Токсические вещества, накапливающиеся в кишечнике, воздействуют на головной мозг и создают условия для дефицита дофамина. То есть, вне зависимости от причины, в зависимости от различных полиморфологических эффектов, санация кишечника считается первой в лечении. Потому что все принимаемые препараты всасываются из кишечника, а токсическое действие сказывается в первую очередь на печени, так как печень перегружена. Токсические вещества воздействуют на головной мозг вместе с кишечной осью, создавая в головном мозге различные дисфункции. Не только отсутствие дофамина, но и атеросклеротические изменения в головном мозге, вызывающие другие дегенеративные изменения в головном мозге. При нарушении нормальной микрофлоры кишечника симбиоз изменяется и переходит в состояние дисбиоза, поэтому применяют пробиотики, проводят дренирование и дезинтоксикацию как в виде настоев, так и перорально и гидроколонотерапию. Поскольку 70% иммунитета формируется в кишечнике, очень важна в этом плане колонизация путем смешивания препаратов с собственной кровью пациента, воздействием на органы посредством аутогемотерапии через специальные окошки на коже. Здесь собственная кровь больного играет роль своеобразной вакцины от болезни и обеспечивает нормальную деятельность органов. Так как это заболевание является хроническим прогрессирующим заболеванием, оно постепенно создает в клетке энергетический блок, и этот блок нарушает обмен. Собственных сил организма недостаточно для восстановления этого обмена. Мы используем озонотерапию и оксигенотерапию попеременно, чтобы помочь организму. Мы используем краниосакральную остеопатию, чтобы сбалансировать мышечное напряжение, диапазон движений и баланс между головным и спинным мозгом. Кроме того, мы проводим другие реабилитационные мероприятия. В активные точки меридиана вводят симптомиметические препараты, применяют рефлексотерапию. В результате наших процедур улучшается настроение наших пациентов и повышается их физическая активность. Количество и дозировка противопаркинсонических препаратов, которые они принимают, постепенно уменьшается. Лечение длительное и постепенное. Между врачом и пациентом создается связь постоянного контакта. Мы даем им необходимые советы, и некоторые из наших пациентов чувствуют себя очень хорошо благодаря этим методам лечения. Поэтому они постепенно уменьшают прием противопаркинсонических препаратов и прекращают их прием, продолжают нормальную жизнь и могут свободно выполнять свою работу. Посматривая видеоролики о методах лечения во время съемок в клинике, я увидел ролики, где лечился мой сокурсник Аллахверди Олчиев. Был рад видеть, что Аллахверди и встал. Так что вы всегда можете положиться на врачей-специалистов и доверить им свое здоровье.
Какой высокий смысл заложен в одном коротком слове «Родина». И для каждого человека это слово содержит в себе что-то свое, личное, особенное и что-то общее, более значительное. Думая о родине, мы думаем о той великой, прекрасной стране, в которой родились, связываем понятие родины со сложной и интересной, насыщенной и иногда трагической историей родной земли. Мы чувствуем гордость от того, что являемся частью этой страны, частью этого большого мира. Именно так в нашем сознании природа, Родина неотделимы от жизни человека. Нет ничего на свете краше, чем Родина наша. Это Азербайджан, малая родина автора и одной из руководителей программы Мосдружбы Хокумы Халиловой, Тавузский район, где она родилась. Живи долго, мой любимый, райский уголок, моя малая родина. Сегодня мы вам расскажем, как приготовить азербайджанское национальное блюдо кюфта булзбаш. В кастрюлю влить воду, выложить мясо и нут, варить до полуготовности около 30 минут, снимая пену. Ингредиенты из расчета на 4 порции. Полстакана нута, 4 куска баранины на кости, по 100 грамм каждый.
щепотка шафрана, 4 средних картофелины, 1 средний помидор, соль, молотый черный перец, щепотка сушеной мяты. Для кюфте 750 граммов мякоти баранины, 2 средних луковицы, 4 штучки алычи, 100 граммов курдючного жира, 2 столовые ложки риса, соль, молотый черный перец. Нут замочить на ночь в холодной воде. Приготовить фарш, мясо промыть, удалить сухожилия и пленки. Лук почистить, алычу вымыть и удалить косточки. Пропустить через мясорубку мясо вместе с луком и курдючным жиром. В фарш добавить рис, посолить, поперчить, хорошо перемешать. Затем добавить в бульон кюфту, варить на слабом огне около 2 часов. Сформировать из фарша шары, кюфту. В середину каждого вложить по 1 штуке алычи. Полезные советы. Подавать кюфту бузбаш нужно в глубоких пиалах, выложить в каждую 1 кюфту, 1 картофелину, четвертинку помидора, залить бульоном и посыпать сушеной мятой.